инновационного Сабантуя «Зауралье 2020». У нас в гостях руководитель Центра стратегических разработок Александр Синицын. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вы сегодня тоже участвовали и принимали участие в различных сессиях. Какие важные заявления, на ваш взгляд, прозвучали? Спасибо большое организаторам, в первую очередь, за приглашение. Действительно, была очень интересная дискуссия. Мне кажется, центральной темой, которая сегодня обсуждалась, это было то, что связано с вовлечением общества в принятие сложных решений. Участники говорили о том, что по ряду вопросов бывают полярные мнения, в общем-то, это действительно часто такое случается, и важен правильный подход к поиску балансов. И, в общем-то, это сегодня подробно обсуждалось. В частности, то, что касается нахождения альтернатив для всех, которые подходят всем разным возрастным категориям, разным общественным группам. В общем, это, наверное, было наиболее интересной частью сегодняшней дискуссии. Региональные СМИ как инструмент инвестиционной политики территорий. Мне кажется, первое, что необходимо, это вовлечение общества, конечно. То есть необходимо работать со всеми общественными группами, со всеми слоями населения, чтобы у нас был доступ к полной картинке. Второе, это достаточно детальная, внимательная, такая хирургическая работа с мнением, то есть сбор, по сути, это сбор информации. А дальше, конечно, это искусство управления изменением. Каким образом мы можем найти баланс для того, чтобы нам максимально удовлетворить те или иные группы. Здесь, на самом деле, власти сталкиваются с достаточно частой проблемой, это ограниченность ресурсов, особенно в условиях кризиса, с которым столкнулся и бизнес, и, как следствие, падает собираемость налогов, обязательных платежей и у государства. С другой стороны, соблюдение интересов, максимальное соблюдение интересов общественных групп, бизнеса нам и позволит максимально эффективно использовать ресурсы, потому что в той ситуации, когда люди, общество работает на интерес, не за ресурсы, мы получаем, наибольшую эффективность. В любом случае будут учитываться интересы большинства. Конечно, да. Следующий вопрос. Давайте обсудим деятельность Центра стратегических разработок. С марта этого года проводите исследования социально-экономического состояния регионов. На практике каким образом используются эти результаты? Мы действительно с марта текущего года начали социально-экономическое исследование по двум направлениям. Это общественное настроение в обществе и бизнес-климат, то есть настроение бизнеса. Нам, с одной стороны, позволяет получать достаточно оперативные данные социологические, с другой стороны, мы получаем аналитические данные об ожиданиях, о планах бизнеса, что влияет на дальнейшие экономические показатели. От этого дальше мы моделируем ситуацию в экономике. Это нам позволяет строить прогнозы, и на самом деле эти прогнозы, как показывает время, получаются достаточно точными. В апреле этого года мы прогнозировали эффект на ВВП от текущей ситуации в диапазоне падения от 4,5 до 5,5%. В общем-то, мы пока этот прогноз сохраняем, и, как показывает время, эти прогнозы показали себя достаточно объективными. Накануне президент России Владимир Путин сказал, что в любом случае ущерб от пандемии коронавируса будет меньше, чем в других странах. Конечно, меньше, чем во Как многих. можно объяснить? Интересный вопрос. Связан, наверное, с грамотной политикой властей по введению ограничений, с одной стороны, с тем, чтобы сдержать заболеваемость и, управлять тем ущербом, который общество получает, с другой стороны, не навредить бизнесу. И, конечно, здесь, важен и общественный настрой. То есть у нас граждане подошли ответственно. Мы все видели, как в Москве, наш центр расположен в Москве, действительно улицы опустели практически моментально. Поэтому это слаженная работа власти, общества и бизнеса, в общем, она привела к такому результату. В любом случае, эта ситуация динамическая, она ждет сезон заболеваний, поэтому будем смотреть, как она развивается дальше. Но, в общем, пока действительно, пока мы движемся, скажем так, не хуже многих. Следующий вопрос. Ценностные ориентиры россиян. Еще одна тема исследований, которую проводит ЦСР. Какие главные выводы этого исследования? Мы в рамках этого исследования изучали трансформацию ценностей россиян, потому что ценности это то, что определяет культуру поведения. Соответственно, если мы планируем какие-то изменения, в любом случае мы сейчас в обществе наблюдаем запрос на изменения. Если мы планируем какие-то изменения, нам важно, как общество будет на них реагировать. То есть у изменений есть два аспекта. Это, организационные, с точки зрения государства, это планирование, исполнение, мониторинг результатов и так далее. Есть общечеловеческие, то есть насколько у нас общество готово, насколько оно согласно с этими изменениями, насколько оно способно с ними справиться, насколько способно их удержать. И в этом втором направлении важны ценности, потому что это нечто
нечто, то, что, так сказать, это некие устои, которые сохраняются со временем, они будут влиять на стратегические изменения. Вот. И мы, в частности, ну, исследование достаточно объемное, не знаю, сколько это пишется в форматы вашей передачи. Вот. Ну, главное, безопасность в числе лидеров, вероятно. Основное – это достаточно интересный баланс запроса на изменения и такой ценности, как безопасность. Это отличает текущую ситуацию от 2014 года, потому что тогда риск аппетита и в обществе, и в бизнесе мы наблюдали гораздо более значительный. То есть и бизнес, и представители общества были больше настроены на риск. А риск, кстати, многие изменения связаны в первую очередь с риском того, что результаты их не будут достигнуты. Вот это отличает текущую ситуацию. То есть нам нужно не только планировать изменения, но внимательно смотреть за рисками, насколько они приемлемы для общества. Второе – это блок экологии и устойчивого развития. Мы видим значительную динамику этих ценностей за последние 2 года. Это значит, что для общества необходимы возможности реализации в этом направлении. И это действительно то, чему нужно уделять достаточно пристальное внимание. И последний вопрос. Какие проекты Башкортостана могли бы быть интересны Центру стратегических разработок? Мы, естественно, проводим исследования общестрановые и готовы давать достаточно глубокую региональную аналитику. И, в общем, здесь это, наверное, первое, чем мы можем помочь вот прямо сходу. У нас есть достаточно большие массивы данных. Это, конечно, и развитие региональных проектов, это создание режимов для развития инновационных производств. Будем еще это обсуждать. Я надеюсь, что придем к этому какому-то результату достаточно скоро. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я напомню, что у нас был гость, руководитель Центра стратегических разработок России Александр Синицын. Оставайтесь на ВСТ.